центре внимания Комитета Госсовета Коми по социальной политике многодетные семьи. По поручению главы республики разработан законопроект о бесплатном питании детей из многодетных семей. С нового учебного года горячие обеды будут получать все такие обучающиеся с 5 по 11 класс. Сейчас бесплатно питаются школьники из малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети участников специальной военной операции. Дополнительно из регионального бюджета понадобится выделить 178 миллионов рублей. Депутаты готовы поддержать инициативу Владимира Уйба. Всего же на сессию для многодетных семей будет вынесен целый ряд дополнительных мер поддержки. Семьи, которые награждены орденом «Родительская слава», имеющие 9 и более детей, они получают также единовременную выплату на приобретение транспортного средства. Далее, семьи, имеющие 7 и более детей, ежегодно к началу учебного года будут получать социальную выплату на подготовку ребенка от 6 до 18 лет к школе. Региональный семейный капитал – еще один законопроект, разработанный по поручению Владимира Уйба. Глава Коми поручил увеличить эту выплату. Сегодня по ней выплачивается 150 тысяч рублей. Получают эту сумму семьи, где появился первый ребенок, а также третий или последующий. С 2024 года размер регионального семейного капитала планируется увеличить вдвое. При этом, если первый ребенок родится у женщины в возрасте до 24 лет, размер выплаты составит 500 000 рублей. Наравне с блоком социальным в повестке вопросы здравоохранения. Для стабилизации ситуации с лекарственным обеспечением льготников госаптеки региона вновь наделят статусом единого поставщика. Есть положительный опыт, который зарекомендовал себя еще в прошлом году, когда мы ушли от тех самых множества отсроченных рецептов, когда мы ушли от 10 тысяч, скажем, снизив их в 100 раз, то есть до 100. И я думаю, что этот опыт надо перенимать и продолжать далее. Расширяет свои границы бесплатная юридическая помощь. Теперь в списке появились и нотариусы. Теперь за счет Республики Коми все нотариальные доверенности, если человеку нужно обратиться в суд, будут для социальных категорий, которые учтены в законе о бесплатной юридической помощи, бесплатны. Это примерно 2400 рублей за каждую доверенность на юрбюро или на адвоката, который пойдет защищать интересы, представитель, который пойдет защищать интересы человека. Почему это важно? Еще мы видим, что бесплатная юридическая помощь расширяется и на 75% людей, которые обращаются за бесплатной юридической помощью, стало больше. Всего в повестке последней сессии уходящего года 30 вопросов. И вновь львиная доля законопроектов имеют социальную направленность. Касаются они жизни практически каждого жителя региона. Ольга Коняева, Виктория Палкина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.